Ну и снова здравствуйте. Сегодня у нас на календаре 12 июля. Сегодня у нас великий праздник. День рыбака. И получается день Петра и Павла. Это тоже покровители рыбалки. Погодка сегодня у нас теплая, можно сказать, даже жаркая, но сильный ветер. На лодке речи не... О, бурундучок! Убежал. Сидели дома, все-таки решили выехать. И сегодня, конечно, не до поездок, тем более на солнце, так как после ожога у меня так и все еще не прошло, везде ожоги, но приехали соседи, у них тоже детки. И все-таки мы решили, я буду просто не снимать футболку. Разожгем костер, попробуем поймать рыбки, сварить ухи. Ну, все то, чем должен заниматься народ в день рыбака. Сегодня у нас рыбалка на колесах получается. Едем на двух автомобилях. Посмотрим, что куда можно будет подъехать ближе к реке. Ну, естественно, взяли с собой удочки, червей. И попробуем сварить рыбацкую уху. Впереди у нас открываются Попчинские луга. Наш островок Иван-Чая, который вон скоро будем проезжать. Просто удивительно. Везде растет там небольшой участочек там, а тут просто остров Иван-Чая. Или как его в простонародье говорят, Кипрей, или наоборот, Кипрей научное название. За кустами река. Сейчас попробуем подъехать ближе к берегу, чтобы можно было детками искупаться. Взяли спасательные круги, ну, чтобы было мелко, потому что у соседей 3, 4, 5 годиков детям, они погодки. Ну, скоро сами все увидите. Вот, приближаем, то вот уже машина стоит, кто-то уже отдыхает на дамбе. Проедем немного дальше. Может, там свободное местечко. Народ сегодня у нас весь на реке, кто на лодках, кто на машинах. С раннего утра, наверное. А мы выехали уже сколько время? Время обед, наверное, на первый час. Ну, ничего страшного. Главное, мы выехали, а значит, что-то получится. Бескрайние просторы лугов. Сзади у нас автомобиль. Что-то он отстал от нас. Ну, надеюсь, догонит. Ну, в общем, как-то так. Геннадий, ты рад? Да. Куда мы едем? На озеро. На озеро, на Печору мы едем. На озеро, может быть, тоже заеду. Посмотрим. Куда-нибудь да заедем. Все, решили остановиться здесь. Правда, уже вон вокруг тучи набегают. Ветрище. Зато нет комаров. Река Печора. Дамба, где вон кочка, об которую я угробил свой мотор, сюда влетел прямо вот в эту кочку, получается, нижнюю. Как-то так. Сейчас готовим дрова, благо лесок рядом. Взяли с собой пилу. Сделаем костерочек. Ну и пока девочки готовят Чайковского, перекусить, мы с Василием попробуем на Печоре что-то поймать. Из чего варить уху. Надеюсь, что-нибудь да поймаем. Все, приступаем. Малявок черпанем, да, и окушком. Ну посмотрим, что будет, то будет. Малявок будем. Все, первым делом готовим дрова. Пошли за дровами сходим. Вот как это сушеное. Я не хочу.
бензин ты взял запасной, нет? У меня там чуть-чуть есть. Буквально чуть-чуть капельку сюда, чтобы это А, ну, немножко капнуть и готово. Самый быстрый способ разжигания. Хорош. отходи, это сейчас бух. Ну такой же, да не, бух-то будет туда. Ты прямо сюда, в центр кидай, да и все. Все. Бензин убираем подальше, чтобы не унесло. И маленькие палочки, чтобы было для воздуха. Палка раз, палка два. Все. Если ветром не сдует. Забыли топор, чтобы сделать. В принципе, можно выпилить, там, заколотить, палку поставить по центру, да? Привязать как-то ее. Проволока он есть, чтобы привязать. Может, потом и замутим. Ну, для начала, наверное, давай раздевайся, тогда пойдем посмотрим, хотя бы на уху, чтобы что-то поймать. А что раздеваться? А мальков черпанем. А, чтобы перейти туда? Черпанем мальков, перейдем, да, и там попробуем что-то поймать окушков. Так, пока наши девочки готовят чаек, мы вот перешли перешеек, вот этот где-то вот по пояс там было как раз, и пробуем поймать на уху. Василий с сыном пытаются на спиннинг, я вот достал 6-метровку, нацепил червя. Мальков пока червя черпать не будем бережком, что-то их не видно, в такой ветер. В общем, пробуем, друзья, до первой поклевки как клюнет. Покажу, что нам клюнуло. Пока здесь ничего нет. Итак, Печора нам дала только вот таких вот 2 ершочка. Вот таких вот 2 небольших ерша. И пока больше ничего. Решили поехать на озеро. Я не знаю, будем, нет, мальков пробовать ловить бредишком. А на ерша вон можно? Нет, черви-то есть, как бы, я червей же взял. Попробовать мальков еще поймать. На малька-то там, ну, в принципе, на червя там плотва может взять, с одной стороны. И тот же окунь возьмет. Так, где у вас тут? Пустая рыба. Ой, ведро. С камнями. Ну, сейчас мы ержей поставим, уже не унесет. Поедем сейчас на озеро. А так мы на уху здесь на Печоре точно не поймаем. Ладно, не будем бродить тогда. Так это... Вон. Берем червей, берем удочки, берем пару спиннингов для пробы. И поедем на озеро. Оно тут недалеко, в километре. Ну, чай сейчас глотнем чаю, да, и пойдем. Народу у нас вон, детвора балдеет возле машины. Ветрище. Чуть-чуть помочь что-нибудь? Да, я возьму. Ты вон Федю возьми. Чтоб Федю не унесло. Так. Не унесет, ты подпнешься, течение тебя понесет, течение здесь сильное. Все, пошли на озеро. Вот такой вот костерок разожгли. Попили Чайковского. Че, Геннадий, поедем на озеро? Может, попробуем? Он увидел наших 2 ершей и говорит: ну, с такой рыбой, говорит, мы мало чего сварим. Так что Геннадий с одной стороны прав, хоть и, как говорят, с одного ерша можно 2 ведра сухие 40 литров сварить. Ну, как бы, чтобы немного была она наваристее. Все-таки сейчас ездим мы на озеро и попробуем там порыбачить. Поехали. Ты не Томми выбор, ты Доя выбор. Кто я? Да. Почему? Потому что у тебя у тебя такой плохой клев. Ну, это не у меня такой плохой, да? У меня на спине это, да, это машкара вот всякие. Одеваемся, комаров там море. Горе рыбак. Ты, говорит, не коми рыбак, ты, говорит, горе рыбак. Кто это? Ромка, ой, Генка. Все, мы, наверное, сейчас пока уберем немножко, чтобы лишние дрова просто не сгорали, а то сейчас их ветром, махом
чтобы лишнее не горело. Все, поехали. Чего? Мы рыбу поймаем и обратно сюда, да? Конечно, нам же надо уху варить, как ты думаешь? И то... ну да, все, ерунду Ерунду несу. несу. На Надо пятере? было, знаешь, что, Ген, воды взять с собой. А у меня там пятишка есть? Вроде бы. Да, есть вроде. Если еще не выложили. Папа, А? тут где-то тут в машине есть вода. Я знаю. Сейчас приедем, попьем. Вон еще какой сушеный. Вот видишь, уронили сколько дров. Они, получается, здесь за леском они сидели, а мы с этой стороны. Рядом сидели друг с другом и не знали, что они. Вон еще сушеная лежит тоже. Ветром. Папа, А? неожиданно, конечно, поешь они. Кто? Ну, тетя Ена. Тетя Лена с Аней? Да. Ну да, они тоже праздник отмечали здесь, получается. С этой стороны леска они были вот здесь вот. А мы там. Ну ладно. Они уже домой. Сейчас мы еще дядю Витю увидим. Дядя Витя, говорит, тоже на озеро поехал. Дядя Витя. Он тоже обычно. Это темное, это его два сыта, да? С праздником, дядя Витя! Праздником, праздником. Че, не клюет? Нет. На озере тоже не клюет? Клюет. Что поймал? Сколько поймал? Штук 6 окуней. Окуней? На червя, да? Да. Щука. На блесну? На эту блесну, на верхнюю блесну, которая не тонет, лягушка. Ага. Дважды нападала, третий раз, конечно, возле куста так попала. Большая щука? Грамм 800. Ага. Я уже возле берега упала, кажется, в траве. Но он не дергается, я не вижу его в воде, но вот такой в воде. Я-то подошел еще. Вот скотина. Да. Сейчас такой виброхвост с желтой головкой такой. Финец желтый, с глазками, и сам желтый ядовитый такой блеснул. А Лена говорит, нам надо, Элла говорит, мы пойдем. Догонишь, говорит. Я говорю, ну 10 раз кину и вас догоню. Это 5 раз кинул, думаю, не ловится нахрен все. А одно отделение у меня в удочке это собралось. Я просто так возле берега, что такое попал, кто нет. Я хотел возле берега. Дик. Выглянул хорошо за верхнюю трубу. Грамм на 700-900, наверное, такой хорошенький фиг. Вот. А потом думаю, все, помыл его, хорошо держал. Ну, все, ухо есть, хотя наконец-то. Буквально здесь отсюда 20 метров половил, ниже не ходил потом. Они же Ну попробуем сначала на озере, потом, если что, на обратном пути. Если есть, покидайте вот здесь еще. Может, Ну, что-то есть. хорошо. Ну, вот, видишь, даже щучку поймали здесь, вдоль берега. Ох, мы здесь этот мост штурмовали с коленой на первый лед, на последний, все. Там вообще яма, он идет оттуда. Ну. Вот самая глубина, вон где короткая веточка торчит. Да, и все, дальше там нормально. Он его затопляет, получается, полностью вода вот до берега там. И ямины такие. Ну пока-то, видишь, сухо можно проехать. А когда здесь лужи, то вообще тяжело. Ну вот и мы подошли к озеру. Если помните, мы с Калиной здесь открывали зимний сезон прошлогодний. Ну здравствуй, Семка, ты. Замерзла, не замерзла, не знаю, друзья. Подошел именно к такому месту, где меньше всего травы, меньше растительности. Потому что вот если посмотреть там, где трава, вон там, где трава замерзает хуже всего. А тут получается сразу глубина идет и без травы. Здесь не замерзла, здесь хрустит. Здесь как бы сразу глубина, но смотрим. Если протыкается с первого раза, то не идем. В принципе нормально. Так что пробуем. Пробиться-то пробилось, но
Встал на первый лед. Ну не хрустит под ногами, да, смотри. Все, я так думаю, сегодня рыбалка получится. Будем пробовать. Кидай ведро. Сейчас вы пробуйте здесь, а мы чуть туда пойдем, там с Геннадием попробуем. Может там что нам повезет, так, или где там. Уж потерялся. Можно и здесь попробовать. Ладно, будем пробовать везде, Геннадий. Там места больше, пойдем туда. Травы по пояс. Генку даже не видно, да, Гена? Не видно немного. Видно? Сейчас придем. Придем, достанем удочку. Папа возьмет длинную удочку, тебе дам короткую удочку и будем ловить, да, Геннадий? О, травы выше меня даже. Выше папы, выше мамы. Никто, видать, не рыбачит здесь. Раньше, когда я был маленький, здесь все было утоптано. Ловили. Пацанами сюда приезжали на велосипедах. Все ловили. А здесь ну кто-то был пару раз. Все, вот мы прибыли на озеро. Теперь немножко, Генка, давай тебе антикомарином побрызгаем, чтобы тебя не грызли никто. Глазки закрой, не дыши. Потому что ветер ветром. Так, ладно, я немножко руки побрызгаю тоже. Все, все, все. Ой. Сейчас я достану удочку. Тебе тоже. И будем пробовать. Так, нацепим вот такого, смотри, червячка, видишь? Какой червяк. Вон, как он крутится, да. Шевелится. И сейчас закину, папа. А ты иди держи удочку. Когда папа был маленький, здесь на этом озере я ловил рыбу. Постоянно приходил к дедушка Гена, здесь пас коров. Пастухом был. Здесь был летний лагерь. И папа здесь постоянно зависал. Окунь, плотва, щучки. Была рыба. Так, иди поближе сюда. Держи удочку. Держи удочку. Держи двумя руками. Одной рукой здесь, вот. Одной рукой здесь, вот так. Это. Держишь? Угу. Давай, поднимай, 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 поднимай. Вон, смотри, кого поймал. Да. Рыба. Это как рыба называется? Не знаю. С красными плавничками. Щута? Нет, это же окунь, помнишь? Вот он. Да, вон. Ну, Вот, так. Видишь, без тебя ничего не ловили, а с тобой берем. Он маленький, но мы берем, потому что нам надо на уху, да, Геннадий? ну да. Со мной вам... Больше повезло, да? Ну да. Сейчас одного закинули. Давай, держи дальше. Держи. Сейчас на уху надергаем, чтобы котелок ухи сварить. И все, много не будем ловить, потому что они маленькие, да? Так, шевельнем. Смотрим, о, заклевало, заклевало. Как потянет, будем дергать. Все. Дергай. Поднимай, 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 поднимай. О, поймали еще одного окушка маленького, видишь? Угу. Что-то тут... Что-то пока одни маленькие окуни. Ну, а тут больше другого ничего и нету. Вот их бы сейчас на жерлице поставить, то может быть щучка-то бы и попалась. Ну, хоть таких на уху сейчас надергаем мелких. Вот, нацепили нового свежего червячка, потому что того съели уже. Папа тоже закинул удочку. Держи. Будем следить. Что клюнет, что не клюнет. Держишь? Угу. Все. Когда скажу, папа клюнет, когда.
то поднимай. А папа оторвал. О, у тебя уже клюет. Поднимай резко. Нет, сорвался. Сорвался. Ладно, еще попытка. Держи. А свиста не оттуси. Не-не-не, нормально все. Держи. О, клюет. Блин, обманула нас. Подожди, попробуем еще. Какая-то хитрая. Вон, клюет, клюет, клюет. Так, давай, тяни. О, смотри, этот уже побольше немного. Ого. Это же немного такой О. побольше. Заглотил как. До желудка. Тут весь окунь такой мелкий почему-то. Особенно сейчас, последнее время. Раньше крупный был. Улыбается. А? Дёргается. Ага. Так. Держи. Держи. Я даже не успеваю на свою удочку рыбачить. У тебя... Сейчас попробуешь сам вытащить, если получится, если клевать будет. А, у меня хороший утёв. Угу. А ты даже особо не ловил. Вроде так вообще не ловил. А я пробую ловить на окуневый хвост. Думаешь, что что-нибудь поймаешь? Ну, не знаю, попробуем. Кажется, лучше нажив-то. Может быть, это червяк? Или чего ты? Что хотел сказать, Генка? Может быть, лучше нажив-то этот червяк? Может быть. Сейчас перекинем. Давай, сейчас, подожди, перекину сюда. То там уже... О, все, держи. Все, держи. Вот так вот, стоп, вот так вот держи. Окуневый хвост никто не хочет кушать. Значит, получается, крупных окуней здесь нет. Ну и тут я на червяка. Крупных окуней здесь нету. Папа здесь зимой вот щуку поймал на 2 килограмма на жерлицу, наверное. Вот она. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. И пешню не взяли. Вот она. Вот она. Вот она. Поздравляю! Янцика там. Янцика. Здесь Сашей ходили здесь на первый лед. Ну что, клюет? Да нет, пока что-то отошли, видать. Почему я вряд ли что-нибудь поймаю на хвостик? Может быть, он и выезжит не... Вот. Видишь, вон какой хвостик он. Ага, вижу. Ну ладно. Если я ничего не поймаю, тогда сейчас червячка нацеплю. Ну, на червячка, может быть, и поймаешь. Мне если вы без меня очень мало всего поймали, то со мной вы много что поймаете. Угу. Уху-то нам надо сварить. Нас много человек, чтобы полный котелок был ухи надо, да? Геннадий. Ну да. О, у меня заклевало что-то. Ну что? О, такой же окушок. Значит, я не горе-рыбак, да? Ну да. Ну, у меня все-таки утёв получше. У тебя? Да, я больше поймал. Конечно. Ну-ка, давай сейчас вот туда перекину. Вот, держи. Держишь? Угу. А вот почти пытаются выбраться. Не, с ведра-то не выберутся. Да, ведро большое.
Ты, наверное, Генка, всех их переловил здесь поблизости, а новые пока еще не подошли, да? Ну да. О, смотри, Генка. Федя, помоги отцепить ему. Ведро, чтобы не упал. Это покрупнее уже, Генка. Да? Ну да. Кажется, еще потопней. Ну, видишь, подошел и клюнул сразу. А подожди, сейчас закину. На одного человека точно уже хватит. Да, на, держи. Держи, молодец. Со мной уже потрёв получше пошел. Да, потому что ты везучий, Генка. Ну да. А может еще что клюнет? Ну ты почему-то не такой везучий, как я. Я-то? Да. Наверное. Я уж старый, да? Ты поймал только одну. И то мелкого. А я поймал несколько и немного потупнее. И немного тупнее. А ты не считал, сколько ты поймал? Не. Ну, поймал я намного больше, чем ты. Ну, примерно не считал? Нет. Ну, так себе выботи, конечно. А вот я уже везунчик. Ну да, ну да. Генюнчик, везунчик. Да? Ну да. Май. Тяни, 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 тяни. Сам, выше, 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 выше. Выше, 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 сам. Видишь, сам поймал на этот раз. Даже без помощи папы. Молодец. О, Я закину. я прям так знал, что хоть что-то да поймаю. А так один ты и ловишь, получается. Держи. Ну да. Папа только поймал одного, остальных все ты поймал. Что-то тебе сегодня не изживо. Один, так, ну, так, в обычные дни ты меда и большие ловишь. Да, а в день рыбака нет, да? Да, сегодня одного и маленького. Ну что теперь? А несколько, ну тоже маленьких. Ну, крупный, видать, в день рыбака отдыхает. О, у меня тоже поклевка. Может, я что-нибудь поймаю. Ну, возможно. И это опять командный маневр такого-то от куста. Может быть, может быть. Слаб берет. Ну что? Точно обманул. Вот, да уж, так знал, что. Обманный маневр, да? Да. О, Что говоришь, Ген? может быть, выборщу-то что глубже. Наверное, они, может, слишком глубоко плавают. Не видят наших червячков, да? Геннадий. Ну да. Но если они их не видят, то, может быть, запах ущуют. Может быть, может. От червяки вообще пахнут. Ну, наверное, да. Только мы запах червяков не слышим, а рыба слышит. Так, ну что, давай закинем подальше. Ну и да сам... Вот Федор вообще самый неизучий. Я хоть одного... О, у меня поклевка. А держи, держи, Нет, Геннадий. кажется, не одного, а две. О, Феди тоже клюет. Федя, не спеши. Как потащит, так неси. У меня что-то клюнуло и плюнуло. Леска, наверное, толстая или просто плохо берет. О, тянет. Поднимай, Федь. О, Федя уже не доевый бат. Не горе рыбак, да? Федя тоже обрыбился. На, держи. Ну я вообще супер выбат. Ну да, ну да. За один день так много рыбы поймал. Папа, может быть еще одного и все?
Ну, давай, еще одного поймаем и поедем. Пойдем Если кто уходить. поймает этого еще одного? Не знаю. Может быть, и я? Может быть, может быть. Может быть, Федор? А ты, папа, ты что это поймал? Ой, я не считал. Одного-то я точно поймал. Мне кажется, где-то одно точно. А, Может, что? или одного, или двух, я не помню уже. Кажется, одного. Если ты поймаешь последнего, то ты будешь тоже. Ну, ты все равно останешься недоя рыбаком. Ты просто рыбак. Да? Да, а я супер рыбак. Что там?